Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. 19 января 2024 года Министерство юстиции России внесло Комитет ингушской независимости в реестр иностранных агентов. Ведомство обосновало свое решение тем, что комитет выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, осуществлял взаимодействие с зарубежными структурами. На самом деле мы ждали этого решения и воспринимаем его как признание врагом наших заслуг. Нас удивляет лишь то, что Россия медлила с занесением КИН в иноагенты. Подобное промедление мы воспринимали с долей самокритики. Достаточно ли эффективны наши действия? Исчерпывающим образом реакции гегемона на появление силы, которая ему бросает вызов, выразил Махатма Ганди. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. КИН удовлетворен тем, что стадии игнорирования и потехи кремлевских троллей и манкуртов пройдены. В отношении комитета российская власть предприняла первые репрессивные меры. Это значит, что их борьба с нами начата, и наш вызов принят. Каждая строчка формулировки Минюста в адрес комитета нуждается в комментировании, потому что в переводе с казенного языка на общедоступный они изобличают страхи и мотивы Кремля. Как известно, целями КИН являются консолидация ингушского общества вокруг идеи о свободе и независимости, сохранение культурной и религиозной идентичности, создание основы для построения независимого ингушского государства, а также недопущение очередного обмана народа и витка насилия над ним. КИН остается неуклонно верен заявленным целям на протяжении всего времени, прошедшего с момента учреждения комитета. Каждое решение, политически значимый акт КИН были сверены с данными целями и подчинены им. 19 января сего года российская оккупационная власть поставила знак равенства между благородной миссией любого ингушского, кавказского патриота и действиями, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Кремль дал четко понять, какие именно ингуши ему нужны: смиренные, забывшие о вольном прошлом, растворяющиеся в чуждой культуре, теряющие свою религиозную идентичность. Но наш народ никогда не будет таким, пока его хранит Всевышний Аллах. Верно и обратно. Наша историческая память, усиление роли религии в ингушском обществе, предотвращение измывательства над нашей нацией – все для России гибель, угроза ее колониальному контролю над захваченными территориями. Признание Минюстом того факта, что КИН принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента – лучшая похвала нашей информационной кампании. Мы выражаем благодарность журналистам, работникам масс-медиа, информационным партнерам КИН, которые помогали нам создавать сообщения и материалы для неограниченного круга лиц. Мы не сбавим оборотов для того, чтобы ингушская повестка, факты об истории Ингушетии и наша устремленность к независимости становились предметом достояния еще более неограниченного круга лиц, неограниченного ингушами, нашими соседями и братьями по Северному Кавказу. КИН удовлетворяет обеспокоенность Кремля тем, что мы придавали огласке сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Россия сама загнала себя в положение, когда ее образу уже ничто не поможет. Тем не менее, пользуясь дезориентацией исламского мира, она пытается предстать перед ним в благоприятном свете, как защитница традиционных ценностей. Насколько низок ваш профессионализм? Мы будем бить по крайне чувствительному для имиджа России направлению, разъясняя нашим единоверцам, где бы мы ни находились, что она из себя представляет на самом деле. Наконец, Минюст подтвердил, что КИН осуществлял взаимодействие с зарубежными структурами. Что ж, каждый раб уверен в том, что у всех есть хозяин. Весь прошедший год
мы выстраивали народную дипломатию, налаживали взаимодействие между комитетом, политическими партиями и силами различных государств. В результате голос ингушей, наша воля к сопротивлению услышаны и поддержаны теми, кто способен стать нашими помощниками по освобождению народов Северного Кавказа и всей окраины России. Каждый ингуш с гордостью заявляет о своей принадлежности к коллективному телу нации. Так и мы заявляем за рубежом о достоинстве ингушского народа, о его праве на суверенную государственность. Мы будем расширять географию охвата наших соратников и партнеров. В заключение поблагодарим Министерство юстиции Российской Федерации за отведение от Комитета ингушской независимости последних сомнений у части вечно колеблющихся скептиков. Теперь даже с их глаз спала пелена по вопросу о том, кто мы, кто наш враг, за что мы боремся и наносит ли наша борьба урон неприятелю.